Все, Ихилги. Сэм на ходут. Здравствуйте, друзья. Сегодня у нас в гостях режиссер Бурят-театра Сожин Жамбалова. Сэм Сожин. Сэм. Сегодня 25 февраля 2022 года. Мы с тобой договорились о записи неделю назад примерно. И вчера, ничего, что я рассказываю всю эту большую предысторию, вчера ночью, 24 числа, ты мне написала, типа, Макса, имеет ли смысл вообще в интервью, потому что на фоне событий, которые случились, типа, все остальные темы потеряли смысл, потеряли свою ценность. И я сказал, что у меня в голове примерно то же самое, и не знаю, есть ли смысл на чем-то говорить, типа там о творчестве, о театре и всем остальном. И давай, Сожин, отложим этот вопрос до утра. Утром мы списались, и вот мы здесь оба. Почему? Не знаю почему. Потому что... потому что мы договорились, что, возможно, мы сейчас не понимаем, может быть, это наоборот будет какое-то важное интервью. Хорошо, может быть. Ты помнишь, как ты узнала вчера вообще об этих новостях? Да. Что ты делала, как это произошло? Это было в зале, я сидела на репетиции, у нас выпускается сейчас спектакль, я пришла посмотреть репетицию, прогон спектакля. И ровно вот в момент, когда я сидела в зале, в пустом, я получаю сообщение о том, что началась война, и очень странные, такие заторможенные, очень странная реакция, это такая заторможенная на... Какие-то знакомые твои написали? Нет, сначала я там подписана просто на какие-то, окей. Да, и незнакомые, да. И просто я вот сейчас пытаюсь как-то это анализировать. Вчера это было примерно так, ты слышишь слово «война», и дальше наступает какой-то, вот просыпается природный какой-то животный ужас внутри, на физическом уровне, и который тебя вводит в какое-то оцепенение. И дальше это оцепенение нарастает еще комплексом каких-то эмоциональных и мыслительных процессов, и которые в течение дня ты как-то обмусоливаешь. И как ни странно, я вдруг сижу в этом зале, прошло где-то минут 10 после того, как я узнала, значит, о том, что происходит, и вдруг меня посещает мысль: Господи, чем мы занимаемся, зачем это все? И вот это вот ежесекундное аннулирование, обесценивание всего, такое ощущение, что было важно до этой секунды, оно вдруг становится совсем неважным, и ты начинаешь проходить какой-то процесс совершенно, такого белого шума, да, что ли, я не знаю, как это объяснить на эмоциональном уровне, да, духовном. И мне просто сегодня было интересно, вдруг вспомнить, какие мысли в течение дня меня вдруг, посещали, да, и это было, я вдруг вспомнила начало карантина, как ни странно, почему-то, когда мы оказались в заперти, и когда уже прошло какое-то время, ты вдруг начинаешь... Мы оказались в деревне просто с мужем, и 3 недели оказались заперты, значит, в Тункинском районе, и ты начинает обесцениваться твоя профессия, твои личностные какие-то штуки, ты как личность. Ты начинаешь расплываться и растекаться в пространстве как никто вообще. То есть ты начинаешь становиться просто никто. Что поменялось сегодня? Что поменялось сегодня? Мне все так же страшно. Мне очень страшно, и я, как и весь, наверное, как и вся страна, не понимаю, что с этим делать. Ты обычной жизнью продолжаешь жить?
Отчасти да, то есть на физическом уровне, но ты же все время ходишь в каких-то, да, у тебя какие-то мыслительный процесс, он же не останавливается ни на секунду. Ты единственное, на секунду как-то пытаешься отрефлексировать или там зафиксировать мысль, которая у тебя возникла, и думаешь, почему она у меня возникла. Вчера я вечером обнималась со своими детьми, как-то по-особенному обнималась, и мне было правда страшно, и не знаю, это странная штука, какие ассоциации тебе приходят. Мы же выпускали, если ты знаешь, мы выпускали в прошлом году, Олег Юмов вставил, полковник пишет, это про Барсоева. Я только слышал название, да. Да, про Барсоева, дневники Барсоева, которые читаются со сцены. И вдруг я вспомнила один фрагмент, если я не ошибаюсь, это там, то есть он ведет дневник на протяжении всей войны и не доживает буквально пару месяцев до победы. И если я не ошибаюсь, там письмо, 4 июня 1942 год, он служит где-то, кстати, на Украине в этот момент. И он описывает, его отправили в Москву, и он описывает, так удивительно, что я приехал в Москву, а Москва все та же. В Москве нет никаких следов войны. Люди гуляют по паркам, в театрах много людей. Отрадно видеть такую мирную жизнь в момент ожесточенных боев. И я вдруг сегодня, вот у меня всплыли эти строки, конкретно, мы все знаем, да, про этого человека, там косвенно, но как-то знаем, да. И я вдруг себя почувствовала примерно похоже, да, я иду по улице, вся та же мирная жизнь, и где-то там далеко происходит что-то страшное, примерно так. Okay. У вас в театре вообще обсуждают эту тему? Немного, да, в кулуарах где-то обсуждают. В основном избегают? То есть у тебя по ощущениям вокруг тебя больше людей, которые как-то рефлексируют на эту тему, или которым это хамовый? В театре нет такого ощущения. В театре неравнодушные все-таки люди. А на улице типа такое ощущение у тебя? А на улице, да, на улице все как прежде, да. Хорошо. Ты знаешь, вообще есть такая тема, что буряты такой народ, который, когда что-то такое резонирующее происходит, они обычно ничего не делают, пережидают, ждут, чем кончится, и потом, отсиживаются. Согласна с этим или нет? Я согласна с этим, но отчасти, потому что мне кажется, что есть заложенные природой какие-то ментальные штуки, которые срабатывают просто на природном уровне. Типа то, что маленький народ, и он привык, типа он не может... Нет, это касается именно конкретно бурятской природы просто. Расскажи немножко про это. То есть, я так думаю, что есть вещь такого, условно говоря, заложенного в нас монгольским миром, да, и есть вещи, которые мы просто воспринимаем иначе, чем европейский человек, например, да, или чем любой другой человек. Я думаю, что от какого-то эмоционального воздействия первая реакция у бурятского общества – это вот какая-то блокировка, да, только ты, наоборот, это как-то уходишь в себя, что ли. Это проявление чего? Типа это осторожность, апатия, трусость или что это? Хамагуизм? Вот. Слушай, это может быть все что угодно. И у кого-то это просто естественная какая-то природная реакция, а у кого-то это действительно осознанная блокировка. Да, эмоциональная и интеллектуальная, когда ты все понимаешь, все принимаешь, но при этом делаешь вид, что это тебя не касается. Вот это плохая сторона этой медали. Про тебя можно так сказать? У тебя как это? Нет, я считаю все-таки себя... То есть ты в этом типичная бурятка по части этого или нет? Я думаю, что нет. Почему? Им не хотелось бы так думать. Не хотел. Хорошо. Ты в Москве прожила несколько лет. Ты же на связи там с чуваками, с москвичами? Да. Есть разница, как местные воспринимают, как москвичи воспринимают? Конечно. В чем разница, скажем? Москва сейчас это просто
в данную секунду Москва — это центр мира такого, ну, в связи с событиями, да, речь не про столицу, да, не про географию, а просто... То есть в чем разница? Когда тебе пишут очень много друзей, когда ты видишь, что ты не хочешь даже смотреть на эти новости, но ты не можешь взять, ну, как бы оторваться от всего мира и перестать там как-то общаться. И я получаю очень много сообщений, мы общаемся с друзьями, многие из друзей на тот момент переписки сидели в автозаках, многие по ОВД различным московским. Ну, в общем, мы общаемся на эту тему, и я вижу эту ситуацию и с точки зрения, что происходит в Москве сейчас, и вижу, что здесь, да. Понятно. Тебе как будто московская реакция поближе? Нет, мне кажется, что не то, что поближе, я просто... Понимаешь, в чем дело? Я не уверена, что если бы я сейчас находилась в Москве, то есть, что бы я сейчас, делала. Чем ты занималась? Да, то есть, насколько я бы... Ты никогда не прогнозируешь в этот момент свои действия, свою реакцию, свои поступки. Возможно, находясь вот в этой общей волне какой-то эмоциональной, да, я, наверное, бы, может быть, и пошла с ним. Но тут работает просто какой-то, я говорю, это животный страх. У меня есть дети, у меня есть семья, у меня есть братья, муж, отец. И как только я начинаю, представлять себе, что может быть и что может случиться, я неизбежно натыкаюсь на то, что, наверное, называется трусость. Я понял, совершенно. Хорошо. Совершенно я упомянул, что ты несколько лет прожила в Москве. Как ты себя чувствуешь в небурятской среде? Отлично. Вообще нормально? Ты не из тех бурятов, которым надо, чтобы рядом были буряты и все такое? Нет. Землячество ты ходила на бурятский? Нет. Вообще даже нужды не было, да, особой? О, простите меня, буряты в Москве, правда, мне не получалось. Просто, мне кажется, часто есть буряты, их можно поделить условно, одни попадают в чужую среду и сразу ищут землячество и себе подобных, другим вообще пофигу, они там с местными тусуются и вот. Поэтому я спросил тебя. Да. Тебя можно назвать типичной буряткой, как ты думаешь? Думаю, да. Почему? Что тебя делает типичной буряткой? Типичный? В смысле, я этнически бурятского происхождения. У меня очень бурятское воспитание, у меня очень традиционные, меня воспитывали в рамках традиционных ценностей. Вот что кроется за словами бурятское воспитание? Хороший вопрос. Я считаю, что в то время, в которое мы росли, то есть речь о 90-х годах, когда вообще очень слабо прослеживалось что-либо бурятское, и понятие идентичности и самосознания национального, оно вообще отсутствовало, как правило. Вот. Я считаю, что мои родители сделали максимально для того, чтобы сохранить некий такой, в хорошем смысле и в правильном понимании, бурятский мир и бурятскую семью вот именно внутри нашего дома. Ну вот ты не ответила, все равно, что за этим кроется-то? Чем вот это бурятское воспитание отличается от любого другого воспитания? Что тебе запрещают что-то делать после 12 часов или что? То есть конкретно в чем выражается суждение? Мне кажется... Что за чушь? Есть какие-то адекватные вещи, да, в традиционности. Например? Именно. Например, язык. Адекватная, хорошо, да. Адекватная традиционная вещь, а неадекватная традиционная вещь? Давай про адекватные. Все-таки, например, это в адекватном понимании именно вот то уважение старшим на «вы». Да, к старшим на «вы», и вот эти отношения с детьми, но вот именно в правильном понимании. Просто, понимаешь, это может со стороны сейчас выглядеть как я поддерживаю какие-то жесткие патриархальные
бурят-монгольские методы воспитания, да, когда, хотя при том, что мы все понимаем, что та же женщина в бурятской семье – это очень важная, ключевая, центральная фигура. То есть у нас нет угнетения женского, ну, то есть как было бы там, не знаю, у других народов. Я есть. очень рад. Да, да. Мама, жена, сестра. То есть мне кажется, вот, какое-то правильное к этому уважительное отношение. И даже я не знаю, я не могу это сформулировать. Ты весьма по-бурятски ответила на этот вопрос. А? Ты весьма по-бурятски ответила на этот вопрос. Да, я старалась. Хорошо, хорошо. Вы меньше, чем через неделю в Москву летите. Почти полтеатра, наверное, у вас едет. Да. Что вы там будете делать? Мы едем на фестиваль «Золотая маска». Нас отобрали в внеконкурсную программу «Маска плюс» называется. Охота играть. Что вы там будете играть? Будем играть «Корея-03», спектакль. Вкратце, можешь что-то сказать для тех, кто не в теме, что это такое? Да, это спектакль про бурятских гастарбайтеров, которые уехали в разный период времени в Корею на заработки. Хорошо. Думаешь, москвичи смогут эту тему выкупить? Мы уже ездили в Москву. С Кореи? Да. Выкупили? Да. Ты сам был в Корее? Нет. Почему, Саша, ты думаешь, что ты можешь высказываться на эту тему, если ты сама не прошла через это? Потому что мой близкий круг людей, очень многие из этого близкого круга людей очутились в этой ситуации. Я их вижу со стороны. Поработали в Корее? Они поработали в Корее или работают там до сих пор. И у вас даже с театра, по-моему, несколько человек там работало. Кажется, там кто-то... Дугарик там был точно? Да, там, кто-то уже оттуда уехал. А кто-то еще там? Кто-то еще там, по-моему, находится. Я не уверена в этой информации, но мне кажется, что кто-то там есть. И, это все очень печально. Как тебе? Это печально, да? Я думаю, да. Хорошо. Почему? Мне печально, что мне печально, что ради того, чтобы заработать себе на кусок хлеба, ты должен предавать все то, что ты делал до, и все то, чему ты обучался, чему ты стремился, и ты все это предаешь и уезжаешь просто на стройку. Что тебя тронуло больше всего из всех этих историй, с которыми тебе довелось ознакомиться? Было что-то, что вообще тронуло? Меня все тронуло в этой истории. Например? Например, то, что я бурятка, и мои сородичи едут и все это там переживают. А вот у меня, допустим, есть товарищ, кстати, знаешь такого товарища Григорий Грок? Блогер же, да? Да. Я слышала, бурят в Корее. Очень хорошая жизнь живет. Я знаю. Я знаю, что многим удается... И даже не хочет возвращаться, насколько я знаю. Не планирует пока что, по крайней мере. И такие истории тоже есть. Да. Просто и не единичные. Да, я знаю, я в курсе. И, понимаешь, просто... Ты не фоловишь мы Григория? делали... Не смотришь Григория в интернете? Нет, не смотрю. Мы не делали спектакль для того, чтобы показать, насколько плохо бурятам в Корее. Вот так, да? То есть, как это многие могут трактовать. Мы делаем спектакль — это художественное высказывание. Мы делаем высказывание на определенную тему, острую тему. Если нет острой темы, нет смысла делать спектакля, да? Есть острая тема, очень большой поток бурятских людей в другую страну, в конкретную страну, да? И занимаются они совсем не тем, чем они занимались здесь, да, то есть не своей профессией условно, не своим делом. А почему ты думаешь, что это не... То есть что плохого там в том, чтобы на бетономешалке работать? Это же тоже труд, ты там, не знаю, улучшаешь, делаешь мир лучше, строишь красивые дома. Ничего нет в этом плохого. Просто все последствия, которые, по крайней мере, я же это ниоткуда там от фонаря беру, да, то есть мы общались с этими людьми, и один пример приведу, просто таких примеров очень много. Один пример приведу. Я говорю, зачем ты уезжаешь? Ты же вот только начал как-то вставать на ноги, и как-то тебе интересно, тебе круто, ты здесь, на родной земле. Почему? Все только начало
И он мне сказал: Сайжан, у меня ничего нет. У меня ничего нет, мне столько-то лет. Сколько? 35, по-моему, в тот момент был. Мне 35 лет, у меня ничего нет. У меня ни квартиры, ни... То есть, понимаешь, меня напрягает другой момент. Меня напрягает, что материальные ценности в этот момент превалируют. Конечно. Mm-hmm. Вот и все. И очень многие люди говорят о том, что они возвращаются в Бурятию, и они не могут здесь адаптироваться снова на вот эту вот жизнь, которая здесь. Типа у нас трэш, а у них там была сказка. Да. В этом смысле? Наверное. Ну, да. Ну, в смысле, сказка не в плане сказка, что они... Конечно, наверное, есть много людей, которые очень круто себя там чувствуют, но все это связано с очень простым, с простой вещью, с деньгами. С деньгами. Там Всё. деньги есть, здесь денег нет. Да. А, кстати, были какие-нибудь чуваки, которые там погастрили в Корее и твой спектакль посмотрели? Да. И что они говорят? Они говорят... Мы разговаривали, я после спектакля не со многими разговаривала, ну то есть у меня еще есть, конечно, коммуникация с артистами, и через артистов мне еще передается информация. Но один мой знакомый сказал, что мы на 80% раскрыли практически все темы, которые он видел на протяжении работы в Корее. Какие точные цифры? Ну он так сказал, я передаю. Я ничего не говорю. 80%, если я не ошибаюсь. Сачин, я видел три твоих спектакля. «Корея-03», потом «Бабушка», МГ и «Большой Хатан», последний. Этого достаточно, чтобы судить тебя как режиссера или нет? Это тебе решать. Ну, я правда, не знаю, как. Не знаешь, да? Хорошо, хорошо. У тебя еще много из того, что я не видел? Нет, у меня не очень много. Полет есть, полет, про который я много слышал, но я его не видел. Полет. Что за тему можешь рассказать, чтобы я сейчас понял, о чем речь? Так же быстро, как ты про Корею рассказал. Да, речь 60-е годы, строительство Братской ГЭС. Есть произведение у Валентина Распутина, он писал «Прощание с Матерой». Матера – это село вот в Иркутской области. Значит, в общем, река Ангара. На одной стороне были бурятские деревни, на другой русские деревни. Вот про русские деревни писал Распутин как раз. А ты про бурятскую написал? А там на другой стороне был Бельчир. Хорошо, вот. Хорошо. Осинский район. А что тебя тронула эта история так? Это же старая история. Ну, это все благодаря, на самом деле, моему отцу, Сане Сыдыпычу, произошло. Он как-то интуитивно вышел на эту тему. И... Я думал, ты сейчас скажешь, у тебя бабушка оттуда. И бабушка у меня оттуда. А, у тебя бабушка осинская. Да, да. Но просто всю почву, вот эту вот почву информационную, саму тему, это все вот это его. Хорошо, я понял. Вот смотри, если взять с этой спектакля, если бы к тебе пришли бы сейчас чуваки и сказали, что мы сейчас уничтожим все твои спектакли, но оставим только один, ты бы какой бы оставила бы? Какой хороший вопрос. Да ни один бы не оставил. Почему, Сачин? А зачем? Ты считаешь себя заметной фигурой в бурятском культурном движе современном? Ну, мне это не важно. Не важно. Мне пару челов сказали, что ты сейчас самый крутой в Бурятии режиссер театральный. Как бы прокомментировал такие заявления? Никак. Я так не считаю. Ну, просто... Я спросил, кстати, почему она крутая. Они говорят, ну вот, типа, ты единственный, кто сейчас ездит по другим городам и там востребован. А больше таких нету. Это не показатель успешности. Это не показатель, да? Нет. А показатель чего это? Да, показатель возможностей, времени. Показатель успешности, а что это? Показатель успешности, мне кажется, единственный показатель успешности режиссера в том, что он просто в деле, он работает и делает дело. Вообще даже не режиссуры касается, мне кажется, это любой профессии касается. Я пока готовился, смотрел в Ютубе твои интервью и читал. Как думаешь, что все эти интервью объединяет, Сачин? Все твои интервью, которые ты дала? Не знаю, что. Все, в конце концов, рано или поздно сводится к бурятскому языку. Ну, это такое как уж будто время бы это боль, которую ты проносишь из одного интервью в другое. Слушай, да, потому что вопрос рождает, как бы... Тебя, кроме языка, как творческую единицу, что-то тревожит, волнует? Кроме языка? Да, какие-то другие темы.
Меня волнует человек. Вот человек, язык, а еще что-то волнует, кроме вот этих двух тем? Человек, его отношения с разными субстанциями. Человек и Бог, человек и мир, человек и коммуникация человека с этим миром, с этим обществом, человек в системе, человек вне системы, ну и так далее. Хорошо. Потому что главное – это человек. Ну, по крайней мере, главное в моей профессии. Я считаю, что в жизни это… Ой, странно это говорить все сегодня, когда вчера произошло. Ну, короче… Ну, говори. Да. Что да? Ну, это странно все говорить. Хорошо. Я сейчас смотрю просто в окошко, там темно и короче, темные времена. Когда ты была маленькая, ты помнишь, какой был имидж у Бурят театра? Я помню, давай так, был период, я помню Бурдрам с глазами ребенка. Ну, то есть, который там прямо… Ну, тусовался за стенкой. Тусовался, да. И поросенком выбегал еще в одном представлении. Полезная информация. Прочее. Чтобы вы понимали. Дальше это был период, который вообще… Я как-то, ну, театр проходил мимо меня. Отрицал его? Ну, Нет, не отрицала его. Нет, просто, ну, так получилось. Хорошо. Но я была там на пару спектаклей. Все, конец. Дальше я пришла туда уже в 2014 году. Что-то изменилось между Бурдрамом 90 и Бурдрамом 2022? Да. Что, Сажин? Все. Да все изменилось. Окей. Кстати, ты слышала такую тему, что ты же работаешь в Бурдраме. Дахалай работает в Бурдраме, твой брат. Да. Твой папа работает в Бурдраме. Да. И, значит, твоя мама работала в Бурдраме. Ты слышала, когда говорили, что типа они там семьей там оккупировали всю такую тему? Они до сих пор так говорят. До сих пор так говорят? Конечно. Как относишься к таким речам? Никак. Они это кто? У тебя там есть список людей, которые такой озвучивают это? Мой черный список, да? Есть такой? Надо завести его, но все никак руки не дойдут. Ну, это я считаю, что это то самое, тот самый пласт бурятского общества, который болен. Чем? Болезнь у него такая. Вот слышу звон, не знаю, где он, называется. Хорошо. Да. Тебе ничего, что мы эту тему обсуждаем? Да, нормально. Ну, просто про нее же люди говорят, и будет странно, если бы не будем. Это тебя огорчает, это какие у тебя эмоции вызывает? Слушай, вот было так. Давай так, сейчас постараюсь быстро и издалека при Давай. этом. На протяжении, то есть я не помню ни одного периода своей жизни, начиная от осознанности какой-то в детстве, Так. чтобы на нас не наезжали. На вашу семью? Да. Ну что ж. Мне 33, к слову. Каково работать там, когда твои родители работают? То есть у тебя никогда не было такого ощущения, что ты как будто немного чит-кодишь? Что это значит? Чит-код – это когда ты в игре компьютерной вводишь пароль, и у тебя, допустим, бесконечное здоровье появляется, или бесконечная сила, или бесконечная ловкость. Ну, или ты проходишь быстро уровень. Типа, что родители мне, как сказать, со всех сторон подушками обставили? Ну, хотя бы с каких-нибудь. Слушай, я надеюсь, что этот вопрос когда-нибудь вообще исчерпается. Если он исчерпается, если наше, конечно, общество вообще способно что-либо исчерпать, потому что, как правило, все дерьмо, которое прорастает внутри больного организма, оно как бы вообще не излечивается. Вот на протяжении скольких лет, которые я здесь нахожусь. Просто я приехала сюда в 2014 году, я только приехала, мне там, ну, как бы, я была полна сил, энергии в юности. Ну и сейчас у меня и силы есть, но просто я все эти натиски, все эти внутренние, все эти конфликты я воспринимала очень болезненно. Правда? Да. Это каждая статья, каждый хейт, да,
он воспринимался очень болезненно. И как раз-таки в этом смысле у меня родители все-таки мудрые и более опытные, и они как-то этот этап более... Вообще любые этапы они проживают иначе, конечно. Но прошел какой-то рубеж. Это очень странная история. Мне внезапно, как-то неожиданно перевалило за 30. И вдруг я просыпаюсь каким-то прекрасным утром и понимаю, что мне плевать. И я сейчас буду как те практики, которые... Эти люди, которые взаимодействуют со Вселенной. Как они называются? Вселенная взаимодействует ли? Нет, как называются люди? Коучи, которые обучают отпускать вот эти обиды, страхи, вот это вот все, да. Я вот как настоящий, вот, значит, ученик такого коуча просыпаюсь утром и понимаю, что все, мне теперь плевать. И вот оно на меня снизошло. Я не знаю, Я рад, это что было. ты освободился от этого. Я тоже очень рада. Хорошо. Я правда... Я, кстати, думал, что вся эта тема уже кончилась. Ну, типа, я помню, что там в 15-14 году такая была тема, но давненько я сам не слышал. Она не заканчивается, я просто перестала это читать. Хорошо, хорошо. Слушай, ты одна из 4, или, может быть, из 5 людей, которых я знаю, которые не из деревни, но говорят по-бурятски. Я плохо говорю по-бурятски, но я в процессе улучшения. Как получилось, что ты говоришь хотя бы по-бурятски так, как ты говоришь? У вас родители с вами только по-бурятски говорили по малолетке? Нет, конечно. По-русски? По-русски и просто в какой-то момент в начальных классах, уже я училась в школе, папа как-то интуитивно, в общем-то, понял, что дело жареным запахло, то есть... А у тебя мать с отцом, извини, между собой как общаются? Халят, смешивая. Хорошо. И, видимо, его так это взволновало, вся эта, какое-то осознание того, что мы близимся к какой-то катастрофе, да, даже внутри, в рамках, в контексте какой-то нашей просто семьи, ячейки, вот. И он стал со мной заниматься. Он стал заниматься бурятским языком. Я не скажу, что это дало тогда прямо какие-то глобальные сразу плоды, но на протяжении всего какого-то времени, то есть это очень сложно нам давалось. Нравилось тебе заниматься? Бурятским? Да сложно сказать, я это не решается понятием, то есть не объясняется понятием нравится или не нравится. Ну, получала удовольствие, не получала, просто... все, что тебе сложно дается, а мне сложно дается. И бурятский тоже сложно давался. Давался сложно. Мы с тобой с одной школы, кстати. А помнишь ли ты Дариму Дамбаевну, преподавательницу бурятского языка в начальных классах? Мне кажется, да. Тогда еще школа была там, где сейчас детский Аленушка. садик. Да. Да, начальные классы там были. Значит, помню. Хорошо. Насколько ты хорошо знаешь бурятский, если от 1 до 10? Оценку надо поставить, какую себе поставишь? На 3, наверное. На натуре? От 1 до 10 3. Ну, ты знаешь какие-то такие слова, типа, там, не знаю, справедливость, как будет по-бурятски? Врежьте этот момент. Нет. Сейчас, вот справедливость. Так, есть Давай дальше. закон. Вдохновение. Вдохновение бурядар. А ты знаешь, как будет бурядар? Вдохновение? Нет, не знаю. Мы вчера сидели, и кто-то сказал, как будет вдохновение по-бурятски, я не смог, я не знаю, как это будет. Я думал, может, ты знаешь. Хорошо. А знаешь, как будет мир? Не который долхэ, а который мир, который не война. Не поняла вопрос. Ну, есть слово «мир» русское, да, которое обозначает состояние не войны. И как оно будет по-бурятски? Знаешь, в Урелах мы часто говорим, да, «Илурынхэ» и «Боинте», «Бурхунте», «Явибде». Это все и есть мир.
я думаю, что ну, там еще есть очень много к этому фраз, но... Хорошо. Я просто поймал, что я вообще не знаю некоторые слова, которые довольно, ну, простые, но вот, и поэтому я тебя спросил. Ну, я рад, что я не один такой. Вдохновение. Я теперь буду думать о том. Может быть, просто такого понятия нету, как вдохновение. Но ну, наверное, оно сложено, просто оно там просто... два слова, скорее всего. Оно, да, сложено из каких-то просто... Да. Наверное. Ну, короче, по-русски, значит, значительно легче выразить свои мысли, чем по-бурятски. Мне? Конечно. Тебе лексики не хватает там и всего остального? Да. Хорошо. Как относишься к братам, которые вообще бурятского не знают? Какие чувства они в тебе вызывают? Никаких. Ну, а какие они должны вызывать? Ну, может, у тебя там, не знаю, презрение или сочувствие, жалость. Это мое любимое, да. Может, ты свысока на них немножко смотришь? Вот я говорила про то общество, которое там вот любит, есть такое прекрасное бурятское общество у нас, которое вот сидит где-нибудь в соцсетях и любит там вот очень умно или чаще всего не очень умно, значит, что-то обсуждать и писать. И больше всего на свете они любят поругать бурят, которые не знают бурятского языка. Они сами знают Ну, возможно, есть еще такие, которые не знают еще бурятского и ругают. Но это совсем дно, конечно. Ты, наверное, говоришь про тех, которые знают. Да, но у меня на эту тему есть другой вопрос. Если ты только языком как бы мелешь, да, то это один вопрос. А если ты что-то делаешь в поддержку и в помощь этим людям, которые, ну, если ты что-то можешь предложить или сделать для того, чтобы человек... Что-то я не понял, о чем речь. Ну, смотри. Кому предложить? Которые ругают вас? Нет, я говорю, я как бы обращаюсь к ним. А ты от их лица говоришь? Нет, я как будто обращаюсь к ним. Обращайся. Да, что... Туда обращаться. Ну, если это обращение. Я не хочу даже разговаривать с этими людьми. Можно я буду ты разговаривать с тобой? обращаешься к ним и говоришь мне. Да. Нет, просто смотри, есть один момент. Если ты что-то делаешь для того, чтобы сохранить язык, в том числе как-то помочь тем людям, которые не знают язык, да? Ты как режиссер делаешь? Слава богу, я бы очень хотела, чтобы так было. Так и есть. А другое дело, когда ты только об этом трещишь. Трещишь. Я сейчас хотела... Да. Я вдруг в данную секунду у меня пролетела мысль, что когда-нибудь мои дети посмотрят вдруг это интервью и скажут: «Мама, это что было за слово?» Да, и тормознул себя. Которые об этом только трещат и пишут. Хорошо. Ты про детей просто их упомянула. А ты с ними по-бурятски говоришь или по-русски? Слушай, я стараюсь по-бурятски. Нифига себе. У меня не всегда это получается так свободно, но... А с мужем? Тоже наполовину, хотя муж очень хорошо говорит. Вообще шикарно, да? Да, очень хорошо. А брат лучше тебя говорит? Дахале он играет прямо на сцене по-бурятски. Да. Ты так не сможешь? Я не пробовала. Но Дахале сделал огромный... У него получше, да, с бурятским, чем у тебя дело? С разговорным? Нет. Не получше, да? Нет. Ну понятно. Слушай, Дахале проделала огромную работу, как и его весь курс, которые просто вгрызлись в язык, и им это дико сложно дается, но просто я считаю, что это достойно уважения. Это вот эти все молодые девчонки, там вот кто там, Арюна, Рая, они все со стрёмным бурятским типа были? Нет, Арюна, Рая, у них все отлично. Там есть у парней проблемы есть, у кого-то диалектальные, у кого-то диалектальные, да. Слушай, давай немного про будущее бурятского. Можно тебя спросить, каким ты себе представляешь? Можем немножко пофантазировать, и что бы ты хотела, чтобы с языком случилось? Типа, чтобы на нем вообще тут все разговаривали, или что, вот, ты чего-то добиваешься? Давай так, я бы хотела, мое искреннее желание самой до конца разобраться с языком для начала. И иметь возможность, например, с тобой
встречаясь, да, говорить максимально на бурятском. Ну, предположим. А у тебя не будет барьер со мной по-бурятски говорить? Барьера? Угу. Нет. У тебя такого не бывает, да? Иногда бывает странно с некоторыми людьми говорить по-бурятски. Такого у тебя не бывает? Нет. Угу. Ну хорошо, ладно. Если это не человек из того общества, которое обязательно будет внимательно слушаться, где ты там с акцентом что проговорил? Хорошо. Или как-нибудь неправильно склонил. Вот. Но есть это желание, да, то есть это желаемое, есть действительное, да. И я считаю, что, я боюсь очень того, что в какой-то момент язык приобретет музейность. И я думаю, что это возможно. А сейчас он не приобрел, да? Как-то. Еще пока нет. Хорошо, хорошо. У вас, кстати, в Корее прикольно было, что вы мешали русский и бурятский. Мы старались играть на языке, как мы сегодня жизненно говорили. было. Да. Вот. Что твое имя означает, Сожин? Есть такой красный, значит, этот знаменитый словарик бурятских имен, такой маленький. Не встречался. Не встречался? Там было написано, что это, в общем, тибетское имя, да, и там что-то про, значит, богиню, которая даровала что-то там пожилым, значит, людям. Но мне с детства говорили, что... Опасно садила. Ты жесткая женщина, видимо, да? Нет, мне с детства. Вообще, есть интересные варианты того, что означает сайжин. Например, некоторые люди думали, что Саяна и Эржена таким образом соединили два имени, и получилось сайжин. Это неправда точно. Ну, естественно. Вот, ну, просто это фантазия людей не знает границ, знаешь, Максим. Мысли? В общем, я понял, что ты знаешь свое имя, что оно значит какая-то богиня, которая там пенсионерам что-то делает. Вот. А вот насчет фамилии тоже ты ничего не знаешь? Насчет фамилии? Жамбал мой предок, да, после которого пришла фамилия. Ты, кстати, где-то тоже как Жамбалова, то как Индонова позиционируешься. Не позиционируюсь, а позиционируюсь как Жамбалова как везде. Жамбалова. Я не знаю, а что по документам ты Индонова, типа? Или ты везде Жамбалова? Или это тоже тема, на которую тебе нельзя говорить? Почему нельзя? Потому что есть вещи, которых я не хочу говорить. Да. Ты не хочешь просто о них говорить? Да. Мы тогда не будем, да, говорить насчет твоей фамилии? Фамилия? Индонова, да. Да, это фамилия моего мужа, все очень просто, поэтому логика проста. Девичья Жамбалова, а муж Яндонов, наверное, Яндонова. Это какая-то чингизская фамилия? Яндонов? Нет, вообще он родом из Агинска. Понятно, хорошо. А сама ты откуда родом? Оттуда же. С Агинска? Можешь нам немного рассказать об Агинской земле? Какого рода информация? Ну, для тех, кто вообще не знает, что это за место. Это... Так, краткое представление. Небольшая, очень красивая земля в Забайкальском крае. Что-то еще? Советуешь что-то съездить? Да, это моя родина. Чем заняться можно? Чем там заняться можно? Ну да. Ну, если кто-то, правда, поедет. Я не знаю, чем там можно заняться сейчас. Я давно, во-первых, там не была. Что за люди там живут? Там живут агинские люди. А ты согласна, что вся бурятская культура держится на агинских людях? Нет. Почему? А почему вообще такой вопрос? Назови какого-нибудь крутого чувака не агинского. Вот, я вообще сейчас этим не буду заниматься. Агинский, не агинский. Вот это вот эти распри, которые... вот я ненавижу за это... Это распри, да? Да, я ненавижу бурятское общество за то, что... за вот это разобщение. Я вообще... Я даже ненавижу отвечать на вопрос, откуда ты родом. Ненавидишь, да? Да. То есть ты сейчас с ненавистью ответила мне, получается? Я сначала ответила, потом немножечко ненависть почувствовала. Да, почувствовала. Хорошо. Что-то. Потому что, серьезно, это такая глупость, это абсурд. Ну какая-то разница же есть в зависимости от происхождения человека. Наверное, особенно есть. у людей, которые родились там до 70-х, которые в деревне родились, прямо выросли, они жестко же отличаются друг от друга.
Там, в соответствии с районом? Ну, не только с районом, в соответствии, короче, да, с происхождением. Или ты не чувствуешь этой разницы? Я не считаю, что... Ну, слушай, есть какие-то, конечно, особенности места, особенности... Вот ты сказал, у тебя бабушка осинская, да? Да, иркутская. Это у тебя, получается, мама иркутская наполовину? Наполовину, или полностью да. иркутская? Нет, наполовину. У нее твоя мама иркутская? Да. То есть твоя мама получила иркутское воспитание от матери, условно говоря? То есть воспитание от иркутской матери, вот так вот? Сложно сказать, учитывая, что моя мама рождена в 60-е годы в городе Улан-Удэ, в Советском Союзе, ну, короче. Слушай, она улан-удэнская такая, да? Ты чувствуешь между иркутскими и агинскими какую-нибудь разницу? Конечно. Угу. Все хорошо. Разница только в темпераменте и в каких-то других ментальных вещах. Хорошо. Все остальное... У тебя есть какая-то картина мира же? Картина мира? Ну да. В каком плане? Ну, это риторический вопрос был, но у каждого человека есть. Скажи «да». Ну да, хорошо. Да. Головар в твоей картине мира кто это? Головар? Угу. В твоем мире есть же место головаром? Нет. В твоей картине мира нет места Нет. головаром? Серьезно, что ли? Мне не нравится это слово. Почему? Ну, потому что так называли просто ребят, которые приехали из деревни, плохо говорили по-русски. То есть... Как-то были не так одеты, возможно, и вызывали презрение в глазах городских, якобы каких-то классных ребят. Этого достаточно было, то, что ты перечислил, чтобы могли головаром назвать? Да. Понятно. На моей памяти, да. Угу. О, все там смеются, что он там туфли с... Ты же городская девчонка? Да. Никогда не смеялась? Нет. Или был грешок? Вот что, я в юности я очень все-таки любила, ну, я все это делала любя. Ну, то есть я любила свой народ, я любила бурят, я не презирала их ни за что. Хотя... Да я не говорю, что презирала, я просто вот насчет того, что были ли у тебя головары когда-нибудь или не были. Если их никогда не было, отлично, замечательно. Были, но были. Ну, слушай, давай так. И когда я слышала слово «головар», меня это обижало. Обижало. Хорошо. Угу. Я тут институт твой быстренько просмотрел. Ну, то есть не быстренько, на самом деле. Посмотрел, короче. Ты последний пост был про красоту. Так. И про смазливость. Угу. Что такое красота в твоей жизни? В твоей картине мира, в которой нет места головарам? Красота – это комплекс, который состоит из каких-то внутренних духовных вещей, начиная от доброты, от качеств, от доброты, от любви, от всех вот этих такого рода понятий, которые дают возможность человеку как бы излучать эту красоту. А смазливость? Это просто внешняя условная правильность черт. В общем, по твоей логике получается, что красота это связано больше с внутренним наполнением, а смазливость с внешним наполнением. Да. Угу. А как это к людям применяется? То есть, я не знаю, если мы возьмем кого-нибудь, ну, такой яркий пример. Парни из BTS, знаешь группу BTS? Я не знаю парней этих. Ну, у тебя образ какой-то возник? Вот да, они для тебя красивые или смазливые? Смазливые. Смазливые. Риhanna. Знаешь Риhanna? Любого человека, которого из медийного пространства ты сейчас перечислишь, будет вызывать во мне... Смазливые. Почему нет? Это, возможно, это красивые люди, но так как этот человек, который я вижу просто в экране, я не способна его... Тогда по твоей логике, если мы близко с человеком не пообщаемся и не поймем, и не попробуем его на вкус, то мы не поймем, красивый или некрасивый. Конечно, а пост именно об этом. Ну, то Тогда есть красота это что-то, что мы можем, не знаю, фиксировать вот с людьми, вот, которых мы можем. Так, тебе ничего, что я трогаю тебя? Не, ничего. Чё или ничего? Ничего. Есть просто вещи, которые касаются... Я сейчас вспомню просто текст про...
Да, то есть просто человек, который может вот со стороны, то есть есть какое-то общее художественное видение, да, условно говоря, если... Ну, что-то каким-то загоном режиссерским попахивает, нет? Нет. Просто этот пост был навеян какой-то рядом каких-то таких вот случаев, Хорошо. которые меня навели на эти мысли. Один из них ко мне подошел просто человек и сказал, вот это вот классная у вас актриса, вот это классная актриса, а эту зачем вы взяли, она некрасивая. Некрасивая, да? Я говорю, а с чего это взяли? А он что сказал? Ну, он говорит, ну вот там, не знаю, ну, например, скажу, это было не так, но, например, скажем, ну, глазки у нее узенькие, ни хрена не видно ее со сцены, да, зачем вы ее вот... Что, такой-то пунктик есть? Почему ты сразу про глазки вспомнила? Ну, потому что это... Это же не он сказал, а ты? Нет. Короче, это все очень сложно. Это кто-то на это обращает внимание. Просто это он не говорит, это, ну как сказать, он не формулирует это прямым текстом, но он намекает на это. Но он же не может сказать мне про узенькие глазки, хотя он общается с такой же, с девочкой с узенькими глазками. Был? Нет, в том-то и дело. Понятно. Хорошо. Это не против, если я зачитаю сейчас строки поэтического характера? Да. Небо яркой звездой осветит нежной пеленой, раскроет тайны все твои весенние мечты. Сейчас еще припев. Однажды сбудутся мечты, и будем вместе, я и ты. Однажды вечером с тобой пойдем гулять мы под луной. Я так и знала, что ты что-нибудь нароешь. Это не мои стихи, кстати. Но пела, это песня, которую ты пела. А я не, вот эти стихи, по-твоему, эти красивые или некрасивые? Стихи какой-то композиции, исполненной тобой. Я написала эту песню, когда мне было 14 лет. Ну, ты же музыку написала. Да. Но за музыку я вообще ничего не предъявляю. Музыка шикарная, а за стихи только. Это был... Ты как будто оправдываться сразу начала, хотя я тебе вообще ничего такого не говорю. Я пытаюсь сформулировать просто, чтобы было понятно. Это не та вещь, я тебя не хочу пристудить. Да, в том-то и дело, я это и собираюсь сказать. Это не то, за что ты сразу защищаться начала. Стыдно. Я просто пытаюсь объяснить, что я не считаю это высокой поэзией, потому что это не высокая поэзия, но я при этом не хочу обидеть человека, который написал эти строки, да, потому что в тот момент... А если вероятность, что он посмотрит эту видеозапись, эту видеопленку? Ну, возможно, посмотрят. Я думаю, что в этом ничего такого нет. Просто в тот момент, когда мы написали эту песню, мы таким образом самовыражались. И я была не против. Можно мы прямо сейчас небольшой фрагмент поставим, и ты... Нет, пожалуйста, давай не будем. Ладно, хорошо. Ладно, просто... Пускай ограничимся стихами. Да, ладно. Спасибо. Ладно. Ты что, стремаешься, что ли? Это же таска прикольная. Сегодня она ставит Корею 03, а вчера она пела про «Пойдем гулять под луной». Мне кажется, это наоборот украшает твою Корею. Просто недавно, буквально там пару недель назад, меня муж просто посадил 2 детей, говорит, а вот теперь давайте послушаем маму. И он слушал эту песню? Да. Понятно. Конец истории. Поэтому ты затронул недавнейшую, да. Просто. Хорошо. А тебе вообще сама какая музыка нравится? Мне нравится разная музыка. Я отвечу так, что я практически не слушаю музыку. Вообще. Мне нравится разная музыка, я практически не слушаю музыку. Да, мне нравится разная музыка, так как я Ну какая? Не знаю. Ну вот разная, шансон разная. наш. Нет, не шансон. А какую? Да мне... если я слушаю много неоклассики или каких-то старых, да, или каких-то старых песен. Старых песен кого? Гурченко? Мы о каких песнях старых говорим? Битлз? Да все что угодно, да. Да Битлз, Цой, я не знаю, там, Алиша Кейс. Я не знаю, но я могу слушать кого угодно. Просто я знаю много музыки, но я ее не слушаю в привычном понимании, как человек ходит и вот слушает в наушниках музыку. Мне недавно вот Маша Силкаева, это наш хореограф, вот которая, собственно, я со мной... Я имел честь с ней знакомство иметь. Точно. Меня недавно спросила, мы где-то были в каком-то городе, ставили спектакль. Она говорит, Сажен, ты вообще что-нибудь слушаешь? В каком-то городе, там, калейдоскоп городов. Ну, неважно, продолжай, я так подстегнул просто немножко. Да, спасибо. Значит, да,
Значит, что ты слушаешь? Я говорю, я ничего не слушаю. Ну как так? Я заметила, что ты ничего не слушаешь. Ты вообще ничего... Как ты музыку-то пишешь? Вообще, что ты музыкой занимаешься? Как это происходит? Видимо, ну вот... А ты пишешь еще, да? Иногда, да, пишу. Понятно. Я зашел, кстати, тебе на аудиозаписи ВКонтакте, посмотрел, какую ты музыку слушаешь. Прежде чем спрашивать. Озвучивать или не надо? Не надо, Ладно, потому что хорошо, там всё, очень ладно. музыки, которые мне нужно просто для Ну, я понял, что там часть для работы. спектаклей, Да. а часть для твоей души. Да, просто. А иногда мне просто нужно что-то скачать, и ВКонтакте этот ресурс есть. Зе. Ошондон хайыр асыл бурядыра хоржа болохо. Болха. Зе. Дурте бурядон. Игэл дуртай бурядон. Игэл дуртай бурядон. Тиму дун угылдан. Юнды. Юнды выхода. Так, ложим сейчас. Арадай дунутта дурте уж. Арде донутта дурте. Арде донут. Мане уйды. Мане уйын. Бак. Азе бола. Дурте араддон. Арыттың. Посиди, помолчи, все само пройдет. Последнее время Хумбы. сложно. Мимо дымы. Интернет шагнары. Зе. Вала. Дурте олан ондың газыр. Ямар газыр бай. Ямар газыр. Уланудың газыр. Инде центр сотыр Кирове, вот уже. Бен. Ихан. Модын грынут, ихан. Ага. Хошын хоты. Хушин хаты, так называется, ага, старый город. Магат гой. Зе. Зе вала. Дурте бухы буряд олсе газыр. Хановой. Байгалерия, тигет Түнхне, Саян олы, Хармянғы арван тавын онды би шумак ашат байға. Гайы байға қол. Гайы, тіндішіне би моряр ашат байға. Хыды ханақса. Хыды ханықса далан вышал. Айынды ябағыр үш. Биш ябағыр ябап. Тимгу? Хайыр далан ханақса ябабды. Ге ханын байға. Ихыл гайы байна. Хонды тегід гайы. Хонды харин гайы. Хунды гайы буксышны халтия шынхы моряр япхада. Алын гайы газырныды харжывайныш тетілі. Сытхылшне ойыржывайны, ха? Зурхылшне ойыржывайны. Дурте эмодзи. Эмодзи? Эмодзи юнг жумыднык ше. Угы. Эмодзи. В смысле, тірі юнгшіне... Телефон сы тірі... Танзыл. Нёрнуд го? Темылда. Ямар нёр. Нёр вышы, зурхын. Зурхын. Ага. Саған. Юнды. Мыдны гөлбе тірі юнгса бішкідішні пост, бішкідішні тірі саған зурхын хартыны гой вышал. Надо вот так приглядываться. Волна. Гайы хоты. Гайы хоты? Улаңы дыбышы. Казань. Қызы ябапшы. Хайыр ябап, инезында, нажырта. Абсолют го, али Титан го, али Николаевский го. Далды хама го. Гайы бурят басқын. Шыне басқадут жишні бышы. Байжын хатын. Шымына жарғалтай гош. Жарғылтай. Ю, шамая жарғалтай балғаны бай. Мені гырбылы мне, мені басқат, усевудне, мені нұхыравы жи, мені ажыл, мені нұхдут, мені Усевуд.
Ирху басқан үшін де қылай. Тигет игет байхада игет неге дасаң хәйне бұхы хәйне қарағат жарылты байыныш. Жарылты байхы яңтеш. Зе. Меня ханқыда. Мола. Дохабди. Ойыл. Ой. Ойылда. Зе, ой.